Бельгии сформирован комитет, чтобы заручиться международной поддержкой для выдвижения заключенного в тюрьму уйгурского ученого Ильхама Тохти на Нобелевскую премию мира 2024 года. Более 180 высокопоставленных чиновников и экспертов выдвинули Ильхама Тохти на премию 2024 года, заявив, что он является истинным символом борьбы уйгурского народа за свободу с китайской оккупацией. В состав комитета входят президент-основатель инициативы Ильхама Тохти Энвер Кан, дочь правозащитника Ильхама Тохти Джевер Ильхам, профессор Свободного университета Брюсселя Ванесса Франквиль и бельгийский депутат Европарламента Самуэль Коголати. 11 декабря 2023 года 4 основных члена комитета провели пресс-конференцию в Бельгии и в тот же день представили в бельгийский парламент кандидатуру Ильхама Тохти на Нобелевскую премию мира 2024 года на том основании, что он является истинным символом борьбы уйгурского народа за свободу. Посол США в Китае Николас Бернс выступил с заявлением 10 декабря во Всемирный день прав человека, заявив, что Китай продолжает политику геноцида и преступлений против человечности в отношении уйгуров и других меньшинств в Восточном Туркестане. По случаю 75-й годовщины публикации Всеобщей декларации прав человека ООН посольство США в Пекине заявило: Соединенные Штаты вместе с другими странами и народами выступают против преступлений и геноцида, совершенных в отношении уйгуров и других этнических групп в Синьцзяне. Между Вашингтоном и Пекином, которые последние 10 лет ведут экономическую войну за доминирование на мировом рынке чипов, разразился кризис из-за свежего чеснока. Движение против китайского чеснока началось в Соединенных Штатах, которые в прошлом году закупили у Китая 90 миллионов килограммов свежего и 70 миллионов килограммов сушеного чеснока. Сенаторы во главе с сенатором-республиканцем Риком Скоттом написали письмо с жалобой в Министерство торговли, подчеркнув, что китайский чеснок является вопросом национальной безопасности и потребовав правительственного расследования поступаемых из Китая продуктов. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что признаки улучшения отношений с Китаем обнадеживают. Выступая на саммите Совета генеральных директоров Wall Street Journal, Йеллен сказала: «Мы регулярно общаемся с нашими китайскими коллегами». Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Китай хочет сохранить свои прочные торговые отношения с этой страной, несмотря на выход из инициативы «Один пояс, один путь», которая известна как современный шелковый путь. В своем выступлении на очередном зимнем заседании Конфедерации сельского хозяйства Таяни затронул инициативу «Один пояс, один путь» и отношения с Китаем.